Пока не уйдут скандальные личности, сами не уйдут, ситуация не изменится. Сегодня еще прозвучало мнение, что должен быть и наблюдательный совет уйти. И сегодня посмотрите, обратите внимание, какой день сегодня. На улице впервые снежок идет, а снег к успеху. Если мы этот успех закрепим индивидуальный сегодня, если скандальные личности сегодня, прямо буквально сейчас заявят, что они уходят в целях для того, чтобы не развалить эту систему общественного телевидения, что они сегодня сами уходят, то я вам сразу говорю, что только тогда наше руководство в лице Народного собрания Гагаузии, Башкана исполкома обратит серьезное внимание на эти проблемы. Почему до сих пор не обращали на это внимание? Да есть общественность, есть деньги, там 2-3 миллиона. Как-нибудь они между собой поделят. Не поделят, поскандалят очередной год и так далее. Поэтому, если сейчас не решится вопрос с отставками трех инстанций, те, которые скандалят, исполнял обязанности Перрон, Анна Харламенко и весь наблюдательный совет. Если не решится сегодня этот вопрос, он не закончится еще через год и через два. Вспомните, что было с Екатериной Жековой. Сколько лет пытался кто? Наблюдательный совет, вернее, и наблюдательный совет, и депутаты Народного собрания. В принципе, весь этот сыр-бол скандал заварили 3 депутата. Иван Бургуджи, Дмитрий Константинов и Иван Топал, который здесь сидит. Они являются непосредственными участниками. Они являются прямыми соучастниками вот всех этих дел. Когда отстраняли Жекова, мы прекрасно помним эти времена. Они приходили. Они для чего отстраняли Жекова? Для того, чтобы поставить Анну Харламенко туда. Когда Анну Харламенко поставили, сейчас они же опять заворачивают эту кашу, закручивают. Поэтому сейчас нужно отстранить Анну Харламенко. Почему? Потому что она сторонник Дудогла. Естественно, появились другие интересы. Поэтому, если сегодня эти скандальные личности сами не уйдут, бесполезно. Хочу сказать о том, что тут правильно было высказано, наверное, Леонидом Федоровичем, по поводу того, что скандалы никогда там не кончатся. Это хаос, понимаете? С ума зайдут люди уже от того, что видят по телевизору. Там Перрон про свое, там, здесь Анна Харламенко, никогда не кончится. Наверное, мне кажется, надо все-таки, наверное, уйти обоим. А по поводу наблюдательного совета, да, Народное собрание должны, наверное, рассмотреть и эту проблему. Но вы знаете о том, что 2/3 избираются члены наблюдательного совета и отстраняются точно таким же образом, 2/3. Сегодня председателя Народного собрания 2/3 освободить можно, а мы, члены наблюдательного совета, 2/3. Долгое время мы не могли избрать даже членов избрать этого наблюдательного совета. Вы вспоминаете, борьба какая была. И мы избирали, ну, исходя из того, честно вам скажу тогда, каждый пытается иметь свое большинство. Давай, это не секрет. И каждая политическая партия пытается влиять, что неправильно, на мой взгляд. Сегодня надо дать возможность независимым людям попасть в этот наблюдательный совет, и чтобы не могли управлять, и чтобы любой человек, когда придет на телевидение, мог выступить и высказать свою позицию, и чтобы никто не мог влиять. Это правильно будет.